Друзья, доброе утро! В эфире «Утро Калмыкии» и с вами я, ее ведущая Амулан Гаджаданова. Чтобы проснуться, одни люди по утрам пьют кофе, другие – натуральный сок. Еще мы подкрепляемся вкусной едой, принимаем контрастный душ, слушаем бодрящую музыку. Но очень часто забываем о главном – попить воды сразу после пробуждения, поблагодарить за новый день, подумать, чего мы от него хотим. А еще сделать утреннюю зарядку. Поэтому прямо сейчас смотрим и повторяем. Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня предлагаю вам провести зарядку вместе с нами. Желаю вам продуктивного дня и прекрасного настроения. Первое упражнение мы начинаем с прыжков. Прыжок ноги в сторону, руки наверх. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо, достаточно. Следующее упражнение у нас будут боковые выпады. Поставили ноги широко, стопы стоят прямо, и мы перекатываемся, садимся на одну ногу. Колено должно остаться над пяткой, спина прямая. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо. Следующее упражнение – спайдермен. Для этого нам нужен коврик. Мы ложимся на коврик. Руки вытянули, ноги выпрямили, положили на пол. И одновременно поднимаем разноименные руку-ногу. Сначала одну сторону, потом другую. 1, 2, движения плавные, не резкие. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо, поднимаемся. Следующее упражнение – обратный мост с вытягиванием руки. У нас 4 точки опоры, ноги. И руки выпрямляем. Стопы стоят полностью, не отрываем пятки. Выталкиваем таз наверх и поворачиваемся в сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отлично. И следующее упражнение. Мы встаем, ноги на ширине плеч, руки возле головы согнули. И тянем колено к локтю противоположному. Потом прямая рука, нога. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Еще 2. 1. На этом утренняя зарядка закончена. Всем желаю хорошего настроения. Доброе утро, дорогие зрители! Самого доброго утра всем, кто только что к нам присоединился. Я напоминаю, в эфире «Утро Калмыкии». И сегодня мое утро очень необычно начинается в мастерской у супруг Ирины и Романа Волковых. Роман, Ирина, доброе утро! Доброе утро! Роман, Ирина, расскажите подробнее, как давно вы занимаетесь изделиями из гипса? На самом деле мы занимаемся не так давно, порядка 3 месяцев. Начали мы с гипсовых копилок, и постепенно сейчас вышли, делаем статуэтки Будды. Расскажите историю, какой была ваша первая работа? Относили ли вы ее в Хурул? Была ли она освящена? Да, мы первую работу, когда сделали, первым делом, что мы сделали, мы отнесли в Хурул. То есть спросить у ламы, правильно ли все сделано, по канонам, соответствует или нет. И первая работа, она была
исправлена. Нам сказали, что нужно внести изменения. Она не пошла, первая работа. Пошло со второго раза. Мы сделали, отнесли, нам утвердили. И тогда мы начали делать. Нам посоветовали молитвы заливать в нее, те, которые нам дают в хуруле. Также Ирина. форму осветили нам в хуруле, то есть вторую форму, которую мы сделали, уже с правильным Буддой, нам осветили в хуруле, получается. Они статуэтки уже, получается, с освещенной формой. И также вот индивидуально для каждого человека мы закладываем туда молитвы. Вы делаете Будды, различные лошадки, животные, я так поняла, тоже, да, копилки. Расскажите, какие молитвы заложены в них, знаете ли вы, с чем они связаны? Нам в хуруле дали вот общие молитвы, то есть под номером 7-я закладывается только в Будду. Нам разрешили вот 7-ю закладывать только в Будду. 1-ю и 25-ю нам разрешили закладывать и в Будду, и в малыша. То есть мы от себя ничего не залаживаем, только то, что нам разрешили в хуруле. То есть за короткий срок вы смогли создать свою мастерскую, более того, работать сплоченно вместе дуэтом. Это интересно, когда работает и супруг, и супруга. Кто чем занимается конкретно? Ну, я занимаюсь изготовлением, а супруга мне помогает красить. Расскажите или даже, наверное, покажите немного процесса работы. Можно? Конечно. Да, конечно. Почему вот сейчас именно золотой краской нужно красить? Потому что бусики у нас, получается, будут золотые, а сам халат будет у нас красный. Поэтому вот А золотые. как вот сочетание цветов вы также обговаривали в Да, да, в хуруле, конечно, нам разрешили именно каким цветом можно красить, таким мы и красим. Поэтому это же как? Мы спрашивали, каким нужно цветом, в каких красках. Нам То есть объяснили. какие цвета приемлемы, да? Да, да, какие Если, разрешены. если копилки, то мы красим как угодно, в любой Да. цвет. А Можем индивидуально покрасить, кому как нравится. со статуэтками Будды нет, только то, что нам разрешили. Даже так. То есть первым вы красите бусы, а уже потом всю оставшуюся часть? Нет? Ладно, пропустим этот момент. Первым мы красим сначала тельным цветом, потом мы красим халат, а потом бусы в самую последнюю очередь. А можно я попробую один? Конечно, Покрасить. конечно. Это, ну, как это малыш бракованный, видите? Там должен быть какой слой? Большой? слой, Да, тонкий, да, чтобы они закрасился. Ну, вообще в 2 слоя я всегда крашу, потому что так можно, да, да, да. Чтобы хорошо ровно легло, она получается первая сначала тельная краска ложится, потом красная краска или желтая, да, там в зависимости от халата цвета, а потом уже вырисовываются бусики. Это не так легко, как я думала. Самое сложное красить бусы. Сколько штрихов, оказывается, нужно нанести, чтобы Покрасить? покрасить одну только бусинку. Я только 3-4 бусинки покрасила, наверное, за 3-4 минуты. Когда вот Ирина сделала это за буквально минуту, мне кажется. Ну, у меня уже рука набита, поэтому... Вы делаете изделия только из гипса или есть еще какие-либо? Пока мы делаем только из гипса, но планируем выйти на жидкий камень, на полиуретановый, ну, на пластик,
хотим тоже пробовать. Мгм. Почему вообще решили прийти вот к такому общему делу? Как вот пришла идея? Пробовали много что. Мы жили не только в Калмыкии, мы жили и в Ставрополе, в Шпаковке, в Москве, но все-таки вернулись в Калмыкию после кризиса 2008 года и начали пробовать здесь. Сначала построили мастерскую, потом начали заниматься отделками, вот муж занимался, да, то есть полностью мебель делали, но ковка, сварка, то есть кузня вот у нас своя. Рынок, он тоже как запрашивает, ну, есть предложение, есть стоит на спрос. месте, Да, и поэтому вот пришли к этому. Мгм. Роман, ваше мнение на этот счет? Вот как начинали, расскажите. Ну, мы начинали, на самом деле, много чего перепробовали. Полностью строительство все перебрали. Бригада делала наша от фундамента до последнего гвоздя на коньке, ну, постройки, то есть абсолютно все. Постепенно перешли мы на ковку, сварку, делали красивые навесы, ворота красивые, много самодельных станков. И такая идея, мы увидели, что можно это сделать. Возможности на самом деле не было, и сам собрал станок. На самодельном станке вот начали делать. Что является основным источником вдохновения? Вот как научиться, допустим, делать из гипса? Вы же не сразу начали творить шедевры. Учение, учение и учение. Мы очень много смотрели, очень много разных видео, очень консультировались с людьми, которые этим занимаются, то есть не только в Калмыкии, но и в Краснодаре, вот в Ростовской области есть. С ними общались, советовались, прежде чем прийти. Формы также мы сами делаем. То есть не только вот некоторые люди есть, покупают форму, да, а потом с формой делают. Нет, мы делаем формы тоже сами. Поэтому только учение, как знания, потом на практике реализовываются. Мгм. Роман, а что вас вдохновляет? Родина. Родина. Почему именно Будды, вот все такое более священное? Почему выбрали вот такую нишу? Само пришло. Я не знаю. Ну вот вы же начали, получается, с таких священных деталей. Почему именно их? Почему там, допустим, не какая-нибудь тарелочка или кружка? Потому что мы увидели, что этого нет в Калмыкии. Потому что мы вот даже спрос делали по магазинам, да, отвозили свои первые статуэтки, они говорят, у вас очень красивые, говорит, здесь нет такого. Есть, говорит, подобные, но это совершенно не то. То есть поэтому мы и пошли в этой стезе. Да, и, кстати, когда увидела, мне мама скидывает ваш профиль, говорит: доча, закажи такую статуэтку, и приходит мне доставка, вот такая Будда. Я была очень удивлена, это очень красиво и интересно. Помимо вот изделий из гипса, что еще, какое основное хобби у вас есть? У нас основное хобби кузница. По сварке, по ковке занимаемся. Когда мы заходили к вам, мы увидели у вас много хозяйства. Расскажите, как все успеваете, и хозяйство, и кузница, и изделия из гипса? Но мы сельские жители, можно сказать. Городовиковск он не такой большой, и без хозяйства тоже тяжело, нужно. А пришли к этому, завели козочку, чтобы у детей было свежее молоко всегда. Свое Всё собственное, своё да, натуральное. Всё да, своё, да. яички тоже свои, потому что натурпродукт как-никак. Роман, Ирина, у меня такой вопрос. Сколько в среднем изделий вы изготавливаете за один день? Сколько времени уходит на, допустим, вот такую статуэтку? Не больше двух. Не больше 2 дней. Нет, не больше 2 изделий за один день. Не больше 2 изделий. А вообще одно изделие, как долго оно изготавливается? Это, наверное, трудоемкий процесс? Все зависит от покраски и от того, будет ли в нем молитва или нет. От этого. Он получается на станке, Будда крутится, час-полтора, да, то есть по-разному. Вот малыш около 2 часов крутится. Потом высыхает, минимум ему нужно высохнуть 5 дней. То
То есть уже гипсовая статуэтка 5 дней высыхает. Потом идет покраска изделия. То есть мы сначала покрываем его белой краской, то есть как грунтовкой. Мы пробовали грунтовкой покрывать, но не то получается. Мы покрываем белой краской. Высыхает белая краска, то есть это тоже минимум полдня нужно, да? Потом сверху покрываем золотой краской. То есть это тоже минимум 2 часа сохнет золотая краска. И еще сверху покрываем лак. Лак сохнет 28 часов. И только тогда уже изделие готово к отправке. То есть поэтому получается вот так трудоемко и настолько вот как долго изготовление. А какие бывают сложности при изготовлении изделия? Не всегда получается, бывает и брак. Да. Что делаете с браком? Оставляем в утиль, да, потому что брак, мы не можем продавать брак, потому что мы боремся за качество. Спасибо большое, Роман, Ирина. Была рада с вами побеседовать, узнать, как все делается. Сейчас у вас есть возможность пожелать нашим зрителям национального телевидения Калмыкии доброго утра. Дорогие земляки, всем желаю здоровья, удачи, чистоты, совершенства. Я хочу обратиться к вам. Нам очень нужен скульптор. Мы хотим сделать скульптуру Цаган Ава, белого старца, чтобы он был в национальном костюме, чтобы был с национальным четырехугольным головном уборе, чтобы Сайгачонок был рядом. Нам очень нужен скульптор. Нам нужно запустить скульптуру Цаган Ава, нашего символа. Спасибо большое. Ирина. Хочу пожелать всем жителям республики здоровья. Здоровья, работайте, не опускайте рук, все получится в этой жизни. Главное не отчаиваться. Национальное телевидение Калмыкии запускает новый проект. Семьи республики примут участие в развлекательно-интеллектуальной игре с необычным названием «Умное шоу». Его главная цель – пропаганда калмыцкого языка, сохранение семейных ценностей и популяризация устного народного творчества. Семья-победитель будет награждена денежным призом. Также предусмотрены и другие ценные подарки для команд участников. Мы, члены жюри, будем выставлять оценки, а в конце будет финальное награждение. Мы с удовольствием приветствуем участников этого шоу, пожелаем им дальнейших успехов, здоровья, чтобы семьи эти, которые сегодня будут соревноваться, были всегда здоровы, дружны и всегда участвовали в таких мероприятиях. Я очень рад здесь присутствовать, потому что подобные мероприятия очень важны для детей, для подростков, для будущего поколения наших, потому что именно за ними будет развитие и культуры, и языка, и всех прочих сфер, поэтому очень важно подобным мероприятиям поддерживать будущее поколение и всячески им помогать. Я рад, что мы наконец-то стартовали. Все это было задумано в прошлом году. Я думаю, что это будут ежегодные мероприятия. И то, что не просто на знание, но и на то, что многие семьи и, самое главное, наше подрастающее поколение будут здесь соревноваться. То есть это не простое шоу или там передача, это соревнование, за которое в конце семья будет получать реальный приз. У меня отличная новость для всех, кто заинтересовался нашим шоу и хотел бы принять участие в телевизионной игре. Каждую субботу 2 семьи будут соревноваться друг с другом. Им необходимо пройти 4 этапа умного шоу. Состязания команд будут транслироваться на национальном телевидении Калмыкии. А уже сегодня идет подготовка к первому выпуску нашего шоу.
Игра нацелена на то, чтобы пропагандировать калмыцкий язык в семье, потому что если учить язык, то нужно создавать среду. Я очень благодарна Калмыцкой национальной гимназии за поддержку. Как только прозвучала идея от нас, Национальная гимназия калмыцкая поддержала нас, и сегодня в первых играх участвуют школьники именно этой гимназии. Я благодарна родителям, которые нашли силы и, я не знаю, преодолели страх и приняли решение поучаствовать в игре, потому что это страшно, наверное, потому что они еще не знают, как это будет выглядеть, хотя игра несложная, она состоит из 4 этапов. Задания несложные. Первое — это вот они готовят домашние задания, рассказывают о своей семье, все на калмыцком языке, а потом будут викторины, и они несложные. Эксперты наши готовят задания, они не расходятся с школьной программой по калмыцкому языку, то есть вопросы касаются только тех моментов, которые дети учили в школе. То есть, если 2 класс, то программа 2 класса, 3 класс, значит, программа 3 класса. Я буду очень рада, если школы нашей республики поддержат нас и примут участие в этой игре. Думаю, что как только пойдут первые игры, родители увидят, учителя увидят, сами дети увидят и поймут, что они тоже могут испытать свои силы, показать свои знания калмыцкого языка и калмыцких традиций, истории. Поэтому приглашаем. Игра будет проходить каждую неделю, еженедельно по субботам в эфире национального телевидения Калмыкии. Есть ли какие-то возрастные ограничения? На кого вот основной акцент идет? Это школьный возраст с 1 по 11 классы. Если есть желание, они записываются. Мы им подбираем, допустим, ребенок 7-классник. Мы ему подбираем соперника, ждем, когда кто-то подаст заявку, чтобы возраст детей, участников, был одинаковый. А участвовать могут дети с Авой, Эджей, с мамой, с папой, с дядей, с тетей. То есть 2 взрослых и ребенок, а возраст соперников одинаковый. Мы Эджи, Калмыцкая национальная гимназия. Сегодня вот в этом мероприятии участвуют как раз наши дети, ученики 4-3 классов. Когда узнали о записи такого шоу, сразу же решили принять участие или в первый раз сомневались? Нет, например, наш класс мы сразу решили принять участие. У нас была уже семья Карсановых. Вот. Мама участвует, сын и дочь. Мы, конечно, надеемся на их знания, которые получают они у нас в гимназии. Они знают устное народное творчество своего народа. Вот, поэтому мы думаем, что это шоу пройдет интересно, будет детям, конечно, показать свои знания. Ну и пожелаем, конечно, удачи. Кто же станет победителем, мы узнаем завтра в эфире национального телевидения Калмыкии. Присоединяйтесь, отправляйте заявки и участвуйте в новом проекте «Умное шоу». А сейчас давайте отвлечемся от утренней спешки и суеты и приготовим себе завтрак. Рецептом мы поделимся в нашей следующей рубрике. Внимание на экран! Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня мы будем готовить овсяные оладьи. Для этого нам понадобится кефир, яйцо, соль, сахар и овсяная мука. И в этом мне помогут в приготовлении мои любимые доченьки Милана и Арина. И сейчас я попрошу, Милана, тебя разбить яйцо. Давай вот сюда в емкость. Мама, соль. А ты добавишь соль. Куда? Щепотку соли вот сюда. Ой. Угу. Щепотку соли. Все, давай сюда. Соль? Да, насыпай. Еще можно взять немножко соли. Щепоточку, доча. Угу. Угу. И теперь добавим сахара. В принципе, вот это все можешь высыпать. Дети любят оладьи послаще. Я для себя готовлю сахарозаменителем. Угу. И теперь мы это все перемешиваем. Мама, можно я? Конечно, перемешай. Поскольку у нас кефир уже достаточно старый, мы не будем добавлять разрыхлитель, поэтому просто добавим кефир и насыпем муку. Мама, еще раз? Да.
Давай я помогу, чтобы более кристаллики сахара растворились. Нужно хорошенечко взбить эту массу. Но вообще, конечно, желательно использовать миксер. Но поскольку миксера у нас нет, мы используем обычную вилочку. Вот. Милана, теперь наливай потихонечку кефир. Можете вместе наливать. Нет, давайте чуть-чуть, половинку. Наливаем. Все это также еще. Наливай половинку. Все это перемешиваем. Можно еще. Ну, сладкий. Можно попробовать? И теперь насыпаем муку. Необходимо, чтобы консистенция была как у такой густой сметаны. Пока девчонки будут размешивать, я поставлю разогреваться сковороду. Оладьи жарим на кокосовом масле, которое при приготовлении не выделяет канцерогенов даже при нагревании до 350 градусов. Поэтому, в принципе, другого масла, кроме кокосового, у нас нет для жарки. Можно использовать масло авокадо или масло кхи. Наше тесто готово, можем приступать к обжариванию оладьев. По столовой ложке мы выкладываем. Сковорода, в принципе, антипригарная, можно воспользоваться, не обязательно использовать масло, но так просто оладьи получаются помягче, поэтому мы жарим на безопасном кокосовом масле. Обжариваем оладьи с двух сторон. Сейчас мы их перевернем и буквально пару минут с другой стороны обжарим. Вот такие они у нас красивенькие, румяные, овсяные оладушки получились. Наши оладьи из овсяной муки готовы. Можно подавать блюдо. Получилась красота. Самое главное, полезно. Очень полезная овсяная мука. Подавать можно с джемом, сметаной или медом. Итак, наш завтрак из овсяных оладьев готов. Мы подаем со сметаной. Вы можете делать со сметаной, джемом, медом или с каким-нибудь сиропом. Приятного аппетита! А мы завершаем наш утренний эфир. Спасибо, что провели время вместе с нами. Желаем прекрасно провести пятницу и отличных выходных. Пока-пока!